Итак, мои дорогие, давайте сделаем сегодня еще один расклад на отношения, анализ отношений. Представьте, что вы, допустим, давно в отношениях или даже не очень давно, но у вас есть некоторые проблемы. Допустим, человек не торопится переходить на новый уровень отношений или не торопится делать для вас что-то, вот чего вы хотите. И, соответственно, хочется понять, что происходит. Есть ли будущее у этих отношений на самом деле, да? И хочется понять, есть ли развитие ваше с этим человеком, потому что обычно человеку, для которого что-то не делают, ему кажется, что его развитие в такой паре тормозится, его жизнь никуда не идет. И что я теряю время, да? Для меня ничего не делают. Обычно таким вопросом задается человек, который сам много чего делает для другого человека. Поэтому, давайте попробуем посмотреть анализ отношений. И первая карта покажет ваши чувства к этому человеку, а вторая карта покажет его чувства к вам. То есть мы сначала посмотрим именно, что вы друг другу чувствуете, да? Этот расклад, в принципе, может быть даже дополнением к первому раскладу, который вышел, называется «Трудные отношения». Здесь они, может, и не такие трудные, допустим, может такое быть, что они не совсем кажутся трудными. Но вы видите явно проблему, что человек не совсем что-то доделывает именно до вашего уровня, что не так вкладывается со своей стороны, не делает что-то ради вас или для вас. Итак, что вы чувствуете к этому человеку? Расчет. И что он чувствует к вам? Забота. Вот смотрите. Вам кажется, что этот человек испытывает к вам даже корыстные чувства. То есть вам кажется, что этот человек буквально вами пользуется. Вот в этом ваша самая основная проблема. Вы как будто это заметили, увидели, подозреваете. И, конечно, вам на душе плохо, кошки скребут. Я это так называю. Кошки скребут. Человек же со своей стороны чувствует и вашу заботу. Но и сам, в принципе, по-своему, этот человек готов о вас заботиться. Вы уже с подозрением относитесь к человеку. Вы ему уже, в принципе, не доверяете. Человек же доверяет вам. Человек, конечно, почувствовал, что вы-то вкладываетесь в отношения. Почему бы ему вам не доверять? Но, может быть, как бы вы ни говорили ему претензии свои, да, он не совсем подозревает, как он обижает вас, как он не вкладывается в эти отношения, так как вы бы этого хотели. Допустим, он пропылесосил, выгулял собаку или выхлопал ковер. Может быть, даже передвинул мебель. Ему кажется, что он очень много сделал. Но действительно, иногда это физически затратно. Может быть, деньгу какую-то принес домой, а может и не принес. Вот у кого как. У кого есть люди, которые вообще не приносят домой деньги и думают, что мужчины, да, работа по дому их спасает в этих отношениях. Но это не так. Женщина все подмечает, никакой работы по дому ей не надо, ей надо, чтобы мужик зарабатывал, да. Мужчины многие сейчас этого не понимают. И у вас явно идет некий перекос в отношениях. Как будто бы смена ролей. Может быть, вы у нас, если женщина, начинаете брать на себя мужскую роль. Если он мужчина, в каких-то вопросах начинает брать женскую роль. Естественно, вас как женщину это устраивать не может. А его, может, мама передавила, да? Бывает такое, что передавливают мамы своих сыновей. Поэтому давайте смотреть мотивы ваши в этих отношениях и этого человека, мотивы в этих отношениях. Смотрим мотивы. Ваш мотив – это выбор. То есть нужно определяться. Вы считаете, такой у меня мотив, надо определяться. Его мотив – лицемерие. Лицемерие. Трудная ситуация, очень трудная. Кто-то сбивает, так скажем, человека, на которого вы гадаете, неважно, на мужчину вы гадаете или на женщину,
кто-то сбивает с истинного пути. Почему лицемерие? Потому что, может быть, пишут, звонят, говорят за спиной, шепчутся, говорят, что вы оборзели давно, что этот человек, наоборот, чересчур вкладывает в отношения. Вот понимаете, кто-то есть типа мнимый доброжелатель, кто пытается этого человека вывернуть. Причем этот человек, которого вы загадали, ведется на это, потому что, возможно, это кто-то из близких. Мама, папа, родственники, брат, сестра, кто угодно. Вот понимаете, ты наш цветочек, мы тебя растили. И вот, типа, любите его таким, какой он есть, а иначе идите все вон. Вот даже до такой степени. Поэтому лицемерие мотив у этого человека. То есть кто-то лицемерный движет его мотивами. У вас выбор, вам уже надо как-то определиться. С тобой я или без тебя. Надоело быть на качелях. Ваш мотив сделать свой выбор окончательно. Или уйти, или остаться. То есть вы уже на пределе. У вас уже предел вот этих вот всех ситуаций. Вы хотите для себя поставить точку в этом вопросе. Причем вам даже, может быть, мысль приходит и не переделывать этого человека. Человек, он такой, какой он есть. Его уже таким воспитали. Ему, может, уже много лет, да? И как вы его переделаете? Никак. Вы это отлично все понимаете. Вот только его не оставить, не переделывать, оставить таким, какой он есть, и уйти. Или остаться, да? То есть в этом суть еще. Так, хорошо. Что вы получаете от отношений с этим человеком? Что он получает от отношений с вами? Так, что вы получаете? Красота. Что он получает? Ревность. Вот смотрите, я объясню. Вы получаете от отношений с этим человеком даже стимул какой-то к развитию на самом деле. Как будто бы в какой-то момент вам уже хочется или захочется стать лучше. Возможно, этот человек даже подчеркивает как-то, что внешне, внутренне вы его полностью устраиваете, что поднимает вам самооценку. Но бывает на контрасте. То есть вы рядом с человеком чувствовали себя никем, и постепенно это, так скажем, рождает в вас жажду выжить, жажду выбраться, жажду жизни и обрести свою внутреннюю, внешнюю красоту и самоуверенность. У него ревность, ему очень нравится, если его ревнуют, или ее. Ему или ей очень нравится, чтобы дорожили. Хочется, чтобы вокруг моей персоны, да, кто-то явился, кто-то придавал этой персоне значение. Вот так этот человек себя ощущает в этих отношениях. То есть чем больше вы его выделяете, чем больше вы вокруг него кружите или нее, да, чем больше вы там даже подчеркиваете недостатки этого человека, ругаетесь, тем больше человек понимает, вот мое внимание, вот вокруг меня внимание. Мамки, няньки, неситесь все сюда, кудахтайте вокруг меня. Вот это у него всегда было или у нее и всегда будет. И вы создаете эту суету, вот буквально какую-то. Неважно даже, что это за суета, позитивная, негативная. А главное, она есть. Иногда совершенно на пустом месте человек даже сам готов создавать эту суету, чтобы вовлечь вас в эту суету, да? Чтобы вовлечь какие-то эмоции. И потом сказать, я центровой вот тут, центральная фигура здесь, да? И все, и меня все обожают, опять любят, вокруг меня все бегают, рукоплещут. То есть человеку всю жизнь хотелось быть в центре внимания. Всю свою жизнь. Так. Развитие отношений с вашей стороны и со стороны этого человека. С вашей стороны идет развитие отношений, это боль. Со стороны человека вынашивание. Человек явно дает возможности для этих отношений. Человек заинтересован в вас.
продолжать отношения готов и даже готов строить новое будущее. Может быть, хочет от вас ребенка, серьезных отношений, брака. Вам больно, вам неприятно. Я пытаюсь тебе объяснить, почему мне больно. Ты меня не понимаешь, ты меня не ценишь. То есть вы попытаетесь передать даже ему свою боль или ей, но поймет ли этот человек? Главное, вот вынашивание говорит не обязательно о беременности. Я еще раз говорю, это в другом раскладе говорила. Это иногда что-то новое, вот как новый ветер свежий в отношениях, новая идея, давай вот вместе. Человек может это предложить. Вы ему объясняете свою боль, он вроде как эту боль может все-таки каким-то образом ощутить. Я не говорю, что в полной мере. Это довольно эгоистичный человек. Но, по крайней мере, заботиться-то этот человек о вас готов, да, как может. И, соответственно, хотя бы часть понять он может. А значит, способен что-то все равно менять. Ну, способен. То есть вы ему высказываете вот все, что на душе накопилось, а он все-таки способен понять. Понимаете? И вот итог. Какой итог? Или совет, может быть. Удача. Видите, итог удача. Вы вполне можете развивать отношения. Желания могут сбываться. Что-то действительно может меняться между вами в лучшую сторону. Или может быть удачное стечение обстоятельств в скором будущем. Может быть какие-то маленькие радости от человека. Может какой-то сюрприз, подарок. Либо оптимизм появится между вами, да. То есть главное схватить свой счастливый шанс. Вот так могу сказать. Может, вы что-то будете вместе, вот я как говорила, начинать, да? Там бизнес, например, какой-то. Вместе, там домашний бизнес. Или вдруг решите вместе переехать. Или съездить в путешествие. Понимаете? Что-то может изменить ваши отношения в лучшую сторону. И помочь взглянуть друг на друга вот совершенно новым взглядом. Вот какая-то удача. Какой-то вот такой счастливый случай. Ну, вот такой вот у нас расклад получился сегодня. А всем спасибо за внимание. Пишите, срезонировало или нет. И до новых встреч.